Этот многоквартирный дом, расположенный по адресу Горданова, 29, отрезали от центральной сети газоснабжения. Сотрудники «Газпромгазораспределения» Назрань совместно с сотрудниками МВД Малгобекского района сообщают, это вынужденная мера. Подключение здесь было несанкционированным. Дом не введен в эксплуатацию в части газового хозяйства. С 2015 года дом заселен, потребляет газ незаконно, отключаем уже месяц по 2, по 3, по 4 раза. Все равно самовольно подключаются сами жители этого дома. Со слов специалистов «Газпрома», дом, в котором находится 46 жилых квартир, не проверен на безопасность из-за отсутствия проектно-сметной и технической документации на газификацию. И в связи с этим у жильцов нет возможности открыть лицевой счет, заключить договор на техническое обслуживание и, соответственно, поставку газа. Подрядчик после завершения строительно-монтажных работ не сдал документы соответствующие. В связи с этим дом не принят и не введен в эксплуатацию. Мы связались с городской администрацией Малгобека. У них совершенно иная информация. Дом был введен в эксплуатацию, и подтвердить это могут все необходимые документы. И более того, у этой многоэтажки есть управляющая компания «Золотой ключ», которая в ноябре 2020 года заключила договор с газоснабжающей организацией на техническое обслуживание. Уже неоднократное отключение данного дома от подачи газа, связано это с тем, что газоснабжающая организация поясняет, что они несанкционированно подключились в многоквартирный дом к газовым сетям. В чем мы противовес говорим о том, что таким образом получилось так, что вы с нами заключили договор технического обслуживания. Договор технического обслуживания действует на 3 года, с нами заключено. В ноябре этого года у него заканчивается срок, но его неоднократно уже этот дом отключают. Без никаких уведомлений управляющей компании уже который раз этот вопрос становится, и нам мы требуем, чтобы этот вопрос разрешился. Если есть какие-то проблемы с технической документацией данного дома, я считаю, лица, которые подали газ данному дому, то есть непосредственно газоснабжающая организация, которая без сомнения заключила с нами договор, говоря о том, что она правомерно, обязаны изготовить эту техническую документацию и обеспечить многоквартирный дом газом. У представителей управляющей компании «Золотой ключ» на руках есть договор, подписанный обеими сторонами. Газоснабжающая организация поменялся, сила договора не меняется. Даже есть проплаты, некоторые платежные документы, которые мы проплатили. Хотя с их стороны свою работу по акт выполненных работ они до сих пор и не предоставили. А как они комментируют это? Ну, в том-то и дело, не комментируя никак, производится отключение многоквартирных домов. Сотрудники «Газпромгазораспределения» Назрань, в свою очередь, комментируют эту ситуацию следующим образом. Мы отключили этот дом из-за того, что там, во-первых, отсутствует коллективный домоход. То есть изначально дом был предназначен для центрального отопления с индивидуальным котельной. Поэтому там отсутствует коллективный домоход, не поверены вентиляционные каналы, воздуховоды, отсутствуют договора ВКГО, то есть на внутриквартирное газопотребляющее оборудование, на сеть газопотребления внутриквартирного. Отсутствуют договора на поставку газа и установлены газоиспользующее оборудование, то есть котлы с открытой камерой сгорания. Вот по этим причинам мы отключили вот этот дом. Да, мы знаем, что вот имеется договор на общее домовое газопотребляющее оборудование. То есть газопровод, газовые стояки и отключающее устройство. Этот договор имеется. И на основании всех этих вышеперечисленных нарушений мы отключили подачу газа. Почему возникла такая неоднозначная ситуация, по чьей вине 46 квартир остались без газа в начале отопительного сезона и как им быть, еще следует выяснить. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.